Многолетняя эпопея обманутых дольщиков дома по улице Стахановской в Сыктывкаре может закончиться уже в следующем году, заявил министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев. До этого предстоит привести в порядок документацию, еще раз обследовать объекты и завершить строительство. Сейчас готовность дома оценивают 82%. На достройку высотки нужно около 30 миллионов рублей. Наталья Юрина узнала историю дольщиков. Единственный дом-долгострой в республике Коми. Ежегодно обманутые дольщики вынуждены переносить новоселье. Эту многоэтажку начали возводить в 2016 году. В 2018 и 2019 годах срок сдачи объектов постоянно переносили. Жители неоднократно обращались в суд, где выигрывали. Однако ни компенсации, ни ключей сыктывкарцы так не получили. В прошлом году арбитражный суд признал застройщика банкротом. Уже тогда власти и дольщики понимали, что новоселье придется отложить. Неопределенный срок затянулся. Пойти на мировую и передать дом под другое крыло компания «Вега» отказалась. Подала заявление в арбитраж. Началась процедура конкурсного производства, продолжающаяся по сей день. В надежде решить проблему обманутые дольщики записали обращение к Владимиру Путину. Сейчас вот уже середина лета. До сих пор непонятно, что с нашим объектом происходит. Что будет, когда мы получим свои ключи. И как бы все вот обещания, они исчезли. И мы отчаялись, не знаем, что дальше делать даже. С соседями принято знакомиться после новоселья. Обманутые дольщики, объединенные общей бедой, за годы сплотились. Сейчас многие вынуждены жить на съемных квартирах и у родственников. Платим ипотеки, снимаем жилье. Кто-то у родственников ютится, кто-то вложил свои последние деньги. Поэтому очень ситуация тяжелая у людей. Вот. И как бы мы надеемся, что нам помогут высшее руководство, может быть, Министерство строительства начнет какие-то более активные движения по нашему дому. Это просто цифры, звучат они сухо. Договора, суммы какие-то, квадратные метры. За всем этим стоят судьбы человеческие. Люди снимают жилье, снимая в нем жилье, они стареют, болеют, растят детей. И каждый вечер, каждый праздник, каждое утро они вынуждены встречать на чужих квадратных метрах. И у всех дольщиков просто уже иссякла надежда. Готовность дома по результатам проверок 80%. Не хватает инженерных систем, вентиляции входных дверей в квартиры и благоустроенной придомовой территории. Сейчас по пятой недостающей части у дольщиков есть сомнения. Будущие жильцы переживают за состояние объекта. Экспертизу данного объекта нам, конечно, сказали, что ее делали и подтвердили процентность дома по готовности, то что 80%. Но как бы нарушение есть. Нас на объект, конечно же, не пускают. Мы только можем снаружи наблюдать за ним. И мы видим, что как бы и стекол не хватает в доме, и объект совершенно без всякого наблюдения. Пока идет процедура конкурсного производства, до сентября власти за объект не могут взяться. По словам министра строительства и ЖКХ Коми Игоря Кузьмичева, сейчас в порядок приводит документацию. Необходимо разрешение на строительство и положительное заключение экспертизы проекта по общей площади дома. На это нужно пару месяцев. Сейчас он находится в процедуре внешнего управления. Мы там не очень-то можем влиять на текущие процессы. Как только она завершается, мы проводим обследование инструментальное. По результатам обследования доработка необходимых проектных решений, приводя в соответствие факт к тому, что есть, превращаю в проект. Дальше завершение строительно-монтажных работ и закрытие этой проблемы. На 2022 год, это предельный срок, будет полностью завершен строительно-монтажные работы и дом будет готов к заселению. Власти по-прежнему проблему обещают решить. На достройку объекта из казны республики выделили 30 миллионов рублей. Планируется привлечь деньги и из федерального бюджета. Точная сумма станет известна, когда дом от застройщика отделят. Что касается озвученных сроков, то жильцы вновь готовы поверить. Ведь надежда на получение своего у них теплится. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.